Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Зараз мы абмяркоўваем культурны феномен Мінска, культавую вуліцу Кастрычніцкую. Напрыканцы 2000-х, на пачатку 2010-х на Кастрычніцкай сталі адбывацца цікавыя пераўтварэнні. Рэстаратары і дзелавыя людзі пачалі абжываць закінутыя карпусы заводаў. На прасторных сценах з'явіліся цікавыя з сэнсам графіці. Нешта у мяне нейкія праблемы з чытаннем сёння ў дзень. Але тым не менш, я думаю, што ўсе ўяўляюць, пра што ідзе гаворка. Вуліца пачала пераўтварацца ў невялікую рэзервацыю для тусоўшчыкаў, дзе можна было амаль усё. Бар-хуліган Макса Старцева стаў адным з першых такіх тусовачных месцаў на Кастрычніцкай, адным з такіх маякоў, адным з якараў, кропак прыцягнення. Прывітанне, Макс. Привет. Распавядзі, як да цябе прыйшла ідзея адкрыцца там? Якія былі твои першыя крокі по гэтай вуліцы? Во-первых, каждый раз, когда я слышу выражение нет, я про мой бар-хулиган. Все-таки это коллективный проект, и я там всегда был изначально арт-директором, занимал должность. Ну, конечно же, это самый близкий проект, который был рожден в наших головах и сердцах. Ой, как это было, боже мой. 2013? 2013 год, да. Октябрьская пустая, условно. Тогда функционировала только предыдущая инкарнация Энцо. Кафе и, собственно, кафе «Ньютон», помещение которого и стало основой для хулигана. «Ньютон» это была, если кто-то не помнит, я уверен, что кто-то не помнит, это была милая кофейня, совмещающая в себе и магазин шмоток, если каких-то белорусских дизайнеров, и какие-то там были концертики, что-то такое. Кофе, там было кофе. Был. Ёпрст, это прямой эфир сказал. Нет, я себя ругаю и за каждый раз. В общем, это просто история совпадения о том, как я очень хотел открыть что-то. У меня голова бурлила чем-то, и мой друг Валик Благодов в этот момент говорит: слушай, а тут есть такая история, где, возможно, ты сможешь раскрыться как какой-то креативщик. И все. Нам негде было тусоваться тогда. І мы нашли. Ну, складана, я думаю, шмат каму будзе ўявіць, што былі такія часы ў Мінску, калі не было вуліцы Зыбіцкай, не было, ў прынцыпе, і вуліцы Кастрычніцкай. Там гэта не зусім цэнтр, а як бы такі апендыкс ад цэнтра, і яна заўжды не карысталася такой вялікай увагай. І быў час, калі адзіная агульна прызнаная славутасць гэтай вуліцы, акрамя кавярні Энца, гэта быў трамвай нумар 2, які хадзіў там пару разоў за гадзіну, пасля яшчэ радзей, а пасля увогуле і знік. Да. Я помню, прикольно было. Да, классный был трамвай. Казаминск еще там на Октябрьской был, да. И поэтому эту улицу более-менее знали, ходили на какие-то... Студэнцкія інтэрнаты, ў прынцыпе, там былі, але ўсё гэтае жыццё сканцэнтравана на пачатку. Да, и там еще в начале есть спорткомплекс БГУ, я в классе 8 там разнорабочим плитку клал. Што ж, калі ён будаваўся, да? Да. Прикольно. Ну, карацей, нейкае жыццё віравала на пачатку Кастрычніцкай, але там, дзе былі вось гэтыя паступова выміраючыя карпусы заводаў, там пустыня, нічога, ніякага движніка не было. Хто стаў публікай, якую прыцягнулі на Кастрычніцкую актыўныя людзі, рэстаратары, культурныя прамоўтары, якія прыйшлі туды і пачалі абжываць гэтыя самыя закінутыя карпусы заводаў? Ну, например, тот же «Хулиган» мы открывали как без каких-либо сумасшедших антропологических подходов по представлению нашего гостя. Мы ориентировались строго на себя, мы слушали свои нужды, и мы знали, что... Потому что мы достаточно всегда были активными жителями, не только как тут в тусовке, но и как-то деятельно. Мы знали, что это вызовет отклик определенной прослойки, нашей прослойки. Как ее назвать сейчас? Я не знаю, много всего слышал там от минских хипстеров до там чего-то еще. Ну да, времена бара «Молоко», где была та самая прослойка, в которой мы чувствовали себя рыбами в воде.
Вот. А в итоге мы ориентировались на себя, мы собрали, и начался этот сбор. Мы очень любим слово «комьюнити», и оно уже было в Минске, это правда, но не было после закрытия того же молока, не было какого-то сосредоточения, так? Нет, На каком-то из языков, так, хорошо. И оно получилось. И потом пошло-поехало, собственно. Я вот сейчас, вспомнить, что было следующим местом. Наверное, через дорогу Влад открыл лавку. Это было приятное дополнение для людей. Мы открывали еще с кухни «Хулиган», и у Валика была идея про вегетарианскую кухню. Он всегда мечтал это развивать. В конечном итоге мы не знаю. в этот бок. Да, у нас не было достаточно, мне кажется, технического ресурса, чтобы сделать хорошую. И открылась и через дорогу у тебя круглосуточная сэндвичная с мясцом совсем. Это было первое такое, и начинается. Раз, два, три, четыре. И пошло-поехало. Мне кажется, в моей памяти все в один момент открылось там. Но понятно, что это был процесс, и очень приятно было быть одним из первых. Мероприятия делали там первые тоже не мы, в предыдущем Менса. Проходили канцики, я помню, вечеринки какие-то Пашка Некрасов делал, там инди-сходки, музыкальные тусовки еще времен The Tubes и прочего. Да, это тоже было. Круто, мило. што ты сам згадаў пра тое, што акрамя рэстараннага складніка, уласна кажучы, выпіць, паесці, быў яшчэ культурніцкі складнік, таму што шэраг падзеяў прывёў да таго, што на другі паверх над «Хуліганам» уехала прастора цэх. Точно, значыцца, вылетела. Заняла ізноў жа такі вялікі ангар, які быў побач. Здесь я должен уточнить, ангаром мы пользовались, так скажем, равноправно, когда он был нужен нам для каких-то там рейвов, которые мы только зачинали, эти индустриальные рейвы. Первый был в ноябре месяце, когда люди в шубах были. Это было круто, до сих пор помнят об этом некоторые. Круто, да, и пользовались точно так же ребята из цеха для своих выставочных историй. Они у нас пробовали, наверное, года 2, наверное, я уже сейчас все путаю. Я сам на пару лет исчезал из «Хулигана» в качестве арт-директора. Мне здаецца, што ты кроху больш. Да. І шэраг ізноў жа сумных падзеяў прывёў да таго, што іх там не стало. А сейчас йога, и вообще все у всех хорошо. Утром йога, вечером дорога. Але шлях да йогі ляжыць праз «Хулиган». Да. Парадоксальна, але тым не менш. Мы уже к этому привыкли. Сначала это было диковато, когда последние тусовщики уходили из «Хулигана», а первые адепты йоги только заходили, свеженькие такие, проснувшиеся в 5 утра и уже счастливое солнце. А мы... это было забавно. У прынцыпе, на Кастрычніцкай увесь час сустракаліся абсалютна розныя людзі, але раней гэта рознасць была у крыху іншай плоскасці, чым тая, пра якую мы мусім пагаварыць зараз. Раней гэта былі, скажам так, зожнікі супраць, не супраць, але побач з тусоўшчыкамі, а цяпер ўсё ж таки ситуация вельмі і вельмі изменилась. Это была сверхгармоничная эклектика самых разных мировоззрений, образов жизни и всего, объединяло всех одно какое-то неуловимое чувство... как нас назвать изолированности этого Минска? Есть слово «гетто», есть слово «резервация», или мне здаецца, что ты не про это. Да, не про это. Это был наш островок людей, которые друг друга не осуждали, людей, которые не занимались спорами, травлями, несмотря на то, что одни из них в жизни не пили алкоголь, а другие любят прибухнуть. Было ощущение своего участка в Минске, которого не было никогда при моей памяти. И сейчас мы в 2020 году уже окончательно зарождалась семена первые этой негармоничной и не эклектики, а уже какой-то жижи. Мы пришли к этим временам сейчас. И глупо отрицать было первым делом, глупо говорить, что все само наладится. Сейчас улица Октябрьская находится в проблемном положении и состоянии.
Это факт. Для мяне калі шчыра вельмі трывожным званочкам былі вот эти харчовыя палаткі з шашлыкамі, якія з'явіліся там падчас еўрапейскіх гульняў, наколькі я памятаю, годзе. Магчыма, ты пропусціў гэта? Нет, это я помню. Я уже больше 2 лет как вернулся. Мне здаецца, што тое, што мы зараз, то, што мы назіралі тады, гэта было вось раптам нам показалі, што можа здарыцца з кастрычніцкай. Пасля гэтыя палаткі, скончыліся, да, еўрапейскія гульні скончыліся, палаткі прыбралі, але мне здаецца, што, на жаль, вось гэтая вуліца, яна рухаецца менавіта вот у нейкі гэты бок. Да, и я могу даже прямо сказать, кому, в первую очередь, наверное, кого можно поблагодарить, естественно, в кавычках, за это. Когда Минский завод Октябрьской революции понял, что Октябрьская — это прикольно, и там есть движ, они осознали, что у них есть периметр. И этот периметр начали сдавать всем. Умоўна кажучы, іх карпусы 10 гадоў таму не былі прывабным месцам для таго, каб іх арендаваць і нешта там рабіць. Так? Да, но і нават не толькі пра карпусы ты зараз кажаш, а і пра прастору. В первую очередь я говорю про периметр вокруг территории. Фактично, тротуары пайшоў, да? Да, именно там мы видим эти, как называется, выдающиеся примеры копирайтинга и креатива в виде там шаурмахерской или чего-то еще. Шаурмахерская уже переехала к Рублевскому. Шаурмахерская, ну охренеть просто. Но вот там, вот тогда мы такие смотрели, пиздец. Тогда мы начали бояться, по крайней мере бояться. Мы к принятию пришли позже, чем, наверное, нужно было. И это ответственность в том числе и моя, и всех, кто видел и не сделал то, что мы собираемся делать в ближайшее время. Да, и европейские игры, и палатки с шерстяными шмотками среди лета, или какой-то был месяц, не помню. Тапочки, прости господи. Это вау, конечно. Тогда было забавно, что отреагировали администрация районная, и вельми хутко определенное количество убрала. Но душок остался, и душок... Шашлычный аромат. Да, шашлычный аромат в прямом смысле слова, который сейчас можно встретить среди ночи посреди проезжей части. Да. Прыклад з мангалам з недаўняга артыкула на 34mag.net. Мне здаецца, якраз там ён быў про то, Лёша, да, автор Лёша Горбыш является большущим, настоящим адептом Октябрьской, который был тоже у истоков, который успел там и поработать в определенном, по-моему, у них офис был же там. И Лёша все правильно описал, совершенно верно. Это было, и это было неоднократно, это видели, и этот сюр будет сидеть еще долго. У інтэрнэце шмат скептыкаў, якія кажуць зараз: Лёша, ну ты ж сам все гэта і зрабіў. Як бы вы раскруцілі кастрычніцкую, рабіць месца сапраўды папулярным, масава папулярным, сапраўды культавым, і разлічваць, што масавая публіка туды не прыйдзе, было принамсі неяк необачливо. Я бы, возможно, сказал, что мы не занимались. Говорю, мы, полноправно считая себя адептом, успев поработать и на Забицкой, конечно, но считая себя человеком октябрьской в душе, мне кажется, мы не занимались продвижением этой улицы. Мы наслаждались этой улицей. Нам было кайфово от того, что нас не видно. Вам было по барабане, кто и что про яе пишет. Совершенно верно. Мы наслаждались друг другом, мы наслаждались теми проектами, даже если проект был какой-то типа, мы понимали, что абы кто здесь что-то не откроет. И сейчас картина другая. Сейчас первым звонком для нас было, мы лишились нашей любимейшей и замечательнейшей террасы. В том числе потому, что нас просто не предупредили, что мы можем поучаствовать еще, так скажем, в условных торгах, или хотя бы не поставили нас в известность, что вот-вот заберут. И забрали. И мы остались без важной для нас очень. Место под вашей террасой — это как раз-таки тротуар уздоўж заводского корпуса, и он неким чином перешел во владение арендаторов. Там есть и совершенно достойные места, там есть Monkey Food, которые, это отличный проект, но факт остается фактом. Мы тогда поняли, что новая жизнь какая-то будет, но мы не знали, что она будет такой чумазой. И да, прочитав
Для нас, тех, кто работает на Октябрьской, тех, кто делал Октябрьскую, читать текст Лёши было... это не было открытием, это было просто проекция наших мыслей. Для людей, которые там давно не бывали или там вот-вот собирались вернуться из изоляции, это было шоком, скорее всего. То бок нешта адбылося за апошнія вот літаральна 3, умоўна кажучы, месяцы. Калі нехта ў ізаляцыю сышоў сярэдзіне Здесь... сакавіка, да? Это да, Савік, наверное... травень, чэрвень. Это сумма кучи слагаемых, в том числе, что народ после... Ну, все еще... Может быть, некоторые люди думают, что коронавирус побежден. Эти люди, задолбавшиеся настолько сидеть дома и быть в ограничениях, они поперли. Я не был на Зыбицкой, я все еще забываю, как ударение ставить. Я не был на ней давно. Я там могу пройти мимо раз в 4 месяца. Я не знаю, что там по ночам происходит. Я так полагаю, такой же... Ну... Мне здаецца, што раней, то и да. зараз. Вот, но по какой-то причине, и мы не сможем никогда уже проследить ее, возможно. Может быть, есть ученые, которые помогут. Люди подумали, нам мало Зыбы. Есть же Октябрьская. И потом другое слагаемое добавляется. Некоторые места, которые открылись там на Октябрьской, просто чтобы открыться на Октябрьской, а не для того, чтобы что-то высказать, что-то показать, что-то чем-то поделиться, которая не в зуб ногой. Что это за улица, чем она живет, почему там... Там изолирован. Там, блин, я просто не хочу разделять население Минска на обычных людей и культурно обогащенных. Но в каком-то смысле так и есть, я прошу прощения. Давай не про насельніцтва, а про бізнес сказаць. Вот бізнес ёсць, напрыклад, сацыяльна адказны, а ёсць, ну, вот бізнес дзеля бізнеса, да? Ёсць бізнес дзеля які з ідэяй, там, да? А ёсць бізнес, які не хавае, што людзі тут, яны тут, каб зарабіць грошы. У прынцыпе, няма дрэннага з аднаго боку нічога у тым, што бізнес заробіць гроши. Я захавал этого на Зыбе, когда мы открывали там место, которым хотели что-то высказать. И наше видение интеллигентного и какого-то не пивного с пузом просмотра футбольных матчей в баре 442 было сожрано, по сути, реалиями того, что Зыбицкая при определенном количестве достойнейших и крутых проектов общепита она сожрет, если у тебя нету холодной жилки просто бизнесом бомбить. И в итоге наша идея потерпела неудачу, и тот же 442 адаптировался. Было ў мяне ў галаве задаць пытанне пра розніцу паміж Кастрычніцкай і Зыбіцкай. Вось я зараз са здзіўленнем чую, што Зыбіцкая як культурная прастора можа змяніць бар, які прыйшоў тады са сваёй ідэяй, падмяць яго пад сябе. Грубо говоря, як культурная ці як бескультурная, я не ведаю, да? А атрымліваецца, што з Кастрычніцкай неяк па-іншаму ўсё. Наадварот, прыходзяць кропкі, ну, без душы, умоўна кажучы, да? Якія адкрываюцца там, каб зарабіць грошы. Ну, то бок, вось ёсць гандлёвы цэнтр, у ім ёсць прахадзімасць, да? Такі паказчык. Чыста механічны. Колькі людзей адкрывае за дзень дзверы і праходзіць па гэтым калідоры, да? Іх Кастрычніцкая вабіць тым, што там крутая праходзімасць, туды прыходзяць людзі, каб патусавацца, да? Ну да. І гэтыя кропкі, так атрымалася, што на Кастрычніцкай якраз гэтыя кропкі зараз пачалі дыктаваць. Ну, я бы не сказал диктовать, но в какой-то момент, ну, громко высказываться, среди прочего, невозможно отменить все еще. Дух Октябрьской существует. Он сейчас прилично так пропах чем-то еще, но все можно вывести, да, даже, ну... Не буду проводить аналогии с водой в городе. То есть существует определенное, и грубо с моей стороны говорить, загрязнение, потому что я не хочу неуважительно относиться вообще ни к кому, но легче радикально здесь все разделить на небольшие какие-то лагеря. Есть места, которые искренне хотят делать что-то крутое но не знают, что такое Октябрьская, не знают, почему она стала Октябрьской, и делают ошибки. И эти люди, заведения, кто угодно, они прямо сейчас готовы прислушиваться и говорить: ага, ребята, все окей, мы сменим. Такое есть, прямо сейчас происходит изменение некоторых точек. Это прекрасно. Поэтому я не могу говорить, что они там пришли такие плохие. Нет, это люди, которые, может быть, допустили ошибки, но в них есть понимание, что нельзя
Чужой Что монастырь. есть рецепт, и не надо перебарщивать с луком. Что-то в этом роде. Добра. Мне здаецца, што вельмі складана ўгадаць, што такое кастрычніцкае і які рэцэпт там дзейнічае. Таму што, ну, з чаго мы пачыналі ўвогуле інтэрв'ю, з таго, што гэтае месца вы стваралі сыходзячы з вашых каштоўнасцяў, Совершенно. кубка сяброў, да? Ну, ніхто не можа залезці ў душу Максу Старцеву і зразумець, што такім чынам на вуліцы Кастрычніцкай будзе да месца, а што не да месца. І сфармуляваць неяк, вось у нас тоже таксама не атрымалася пакуль што. Як бы... Это романтика. Что такое кастрычніцкая? Романтику не разложишь. Кастрычницкая — это для меня олицетворение городской романтики, о которой говорят в своих постах молодые красноречивые люди. Это олицетворение... Это как заведение. Это если ты приходишь, чувствуешь себя как дома там. И такая улица, такое место может существовать только, ну, из его вот этих там органов, каждый из которых выполняет свою работу. Может быть, нам просто дико повезло. Я не знаю. Ну, и я рад в любом случае, что были эти, ну, точно 5 лет прекраснейшей Октябрьской. Если у нас ничего не получится сейчас, и если мы ничего не вернем, и если откажут администрация городская нам каким-то образом помогать, а им есть чем нам помочь. Если у нас ничего не получится, у меня все равно останется это замечательное воспоминание. И мы что-то придумаем, я не знаю. Пойдзеце на нейкую іншую вуліцу і зробіце яе такой жа культавай, не такой же культавай. Я думаю, что не мы уже. Я думаю, что это, ну, следующее Я, поколение. до речі, сьогодні читав твіт вядомага мінскага тусоўшчыка і светскага льва Івана Шылы пра тое, што вуліца Кісялёва ў Мінску гэта зараз новая Кастрычніцкая, там ціха, там ёсць Асмолаўка. Ёсць паралелі, да? Завадскія карпусы пачатку стагоддзя, мінулага стагоддзя на Кастрычніцкай, і вось гэта домікі Асмолаўкі, да? Там даволі шмат заведзенняў, і туды яшчэ ніхто, ну, умоўна, лішні не добрался. Да, там есть принципиальная разница с Октябрьской. Так. Там все в жилых постройках. Верно. Да. Это то, что невозможно. Это то, в чем нам тоже повезло однажды на Октябрьской. На Октябрьской мы можем пошуметь. То, чему на Карла Маркса, где мы зараз находимся, не будет николи вулицы Кастрычніцкай. Совершенно верно. Маркс останется Марксом, вот этим таким консервативно, скучновато, но обаятельно добрым дядей. А ты ўжо пару разоў сказаў, што вы нешта паспрабуеце зрабіць. Ёсць нейкі план? Мы прямо сейчас его составляем. Я не могу ничего из этого плана озвучивать, потому что я, боюсь, ну, что-то ляпнуть, что мы а тут не получится. Мы прямо сейчас. И я уверен, что не мы одни додумались до этой гениальной идеи. Я уверен, что каждый, кому не безразлична улица, прямо сейчас думает о том же. Просто в какой-то момент, вот буквально вот-вот, мы, надеюсь, все соберемся. И мы поймем, что проблему нужно решать системно, что репутация отдельно взятого заведения померкнет в репутации улицы в целом. И поэтому, да, я уверен, что все об этом думают, и нам просто осталось кивнуть друг другу и начать. Нам нужна помощь, административная помощь, нам нужна помощь здравого смысла гостей нашей улицы. Вось гучаць у Фейсбуку заклікі ўсё ж такі, каб больш стала міліцыі, напрыклад, там, каб былі нейкія патрулі. Калі шчыра, я ніводнага разу не бачыў на Кастрычніцкай. Я не так часто там бываю, але ўсе разы, калі я там бываў, ніводнага разу не бачыў ніводнага міліцыянта. Мне, канешне, як бы гэта сказаць, як стандартнаму такому жыхару Беларусі і сведку апошніх падзеяў, гэта падабалася, да? Вось, але все, мы прыйшлі да кропкі, дзе без міліцыі ніяк. Ну і, дарэчы, на Зыбіцкай ёсць міліцыя. Там, як мне здаецца, рэгулярныя даволі патрулі. Пасля таго, як там пару разоў былі, ну, такія непрыемныя замесы,
там милиция з'явілася. Милиция З'явілася появилась, ахова. но милиция появилась после того, как администрация первым делом обрубила режим работы всем. И, 23 там. да, и это так себе, как ж, От міліція на Зыбіцка з'явілася як Рішення. кампраміс. Ви працуєте пазней, але тут буде міліція. ну, не то, что я был тогда вот прям в гуще с баром 442, мы никогда не были против, дополнительных патрулей, потому что Зыба улица рискованная. Все начинается потихоньку, если никто не просит там жестить и... Короче, рубить с плеча не нужно, нужно просто там основы, убрать детей, убрать людей с... Ну, неповнагадових. Да, естественно, Які зараз несовершеннолетних. ідуть у гандльовий центр Ленінград, який там побач, там є крама, Там есть значник, круглосуткова, да, замечательно. у можна всех. там набити все, що завгодно. І... Убрать магазин алкоголь с улицы, убрать несовершеннолетних людей, убрать... Никто не запретит, вот вспоминая текст Лёши, никто не может запретить, по-моему, человеку приехать на своем автомобиле, открыть багажник, достать кальян и врубить Моргенштерна на полную. На колонках з багажника. На колонках из багажника, да, чтобы пердело на всю улицу. И чтобы это мешало полностью, превращало в какофонию все, что происходит на отдельных точках, где есть там уличная музыка. Этого, по-моему, не могут запретить, но вот план мы... Як чоловіку довести, що тут це не місце для такого? Вот я не ведаю. Был момент... Повесить бигборд на въезде в улицу. Тут, коли ласка, багажник не открывайте, и, значит, узло наше. Нет, никто им не может запретить. Был момент, я не помню кто, если честно, кто-то, по-моему, из работников хулигана, подходили к молодому человеку, просили, были посланы. В ответ была фраза: может, все-таки вызвать в таком случае милицию. Молодой человек сказал: вызывай, я их пошлю. Угу. И таким людям невозможно объяснить то, что это странно. А другая праблема, мне здаецца, якая зараз ёсць на Кастрычніцкай, гэта тое, што не толькі вось гэтыя наведнікі з музыкай з багажніка, яны ўключаюць музыку і прасоўваюць культуру, якая, скажем так, дысаніруе з агульным настроем. Мне здаецца, Кастрычніцкая распалася на часткі. Вось ёсць тая частка паміж Мобі Дікам, там в тым раёне, да, дзе ўжо накатвае нейкая новая хваля з абсалютна іншай музыкай. Мне здаецца, што якраз адтуль як бы і напірае гэта новая публіка. Што рабіць з калегамі, умоўна кажучы, якія разумеюць, што зараз на гэтую музыку і на гэтую атмасферу да іх людзі ідуць. Калі яны, напрыклад, будуць ставіць тое самае, што ставяць у хулігане, яны там згубяць плынь. Нужно донести, к чему может привести массовый поток людей на улицу. Людей самого разного уровня культурного, самого разного уровня воспитательного. Это приведет к условной второй Зыбе, где однажды администрация скажет: нафиг нам что-то думать, давайте просто обрежем режим работы всем. Это будет первый удар по кошелькам, и который заставит думать, что да, вы можете полгода зарабатывать больше, но потом вы будете 4 месяца вообще, не то что без копейки, но у вас сильно упадут, пока вы будете разбираться с администрацией, пока вы будете ходить, просить, обещать и так далее. Нужно доносить, нужно. И я знаю, что некоторые слушают и реагируют. У гэтых людзей свая праўда. Я, калі шчыра, учора меў размову з чалавекам, які прывозіць апаратуру вось у там гэтую частку вуліцы. І ён сказаў, што ён бачыць, што людзі, якія туды прыходзяць і калбасяцца пад яго музыку, яны шчаслівыя. Вось шчаслівыя яны. Все, вот што супраць гэтага можна сказаць? Не знаю. Бо за ім таксама нейкая ідэя за спінай. Типа рабіць шчаслівымі вось гэтых людзей. Да, мы можем говорить о том, что мы просто взяли, и нам стало обидно. Типа, у нас была своя улица, у вас же есть свое место, что вы
Можно и так сказать. И я, честно, понимаю каждого, кто так говорит, и я так думаю часто. Ну, мы все дети, в конце концов. У нас была своя песочница. У нас, ну, это обидно. Но если включить холодный мозг, ну, то, что никто не утверждает, что каждый там человек, который пришел именно на музыку группы «Руки вверх» или на музыку какого-нибудь Моргенштерна, каждый человек является опасным для общества. Ни в коем случае. Мы говорим про процент людей, которые вызывают проблемы, из-за которых потом мучаются не только владельцы бизнесов, но и люди, которые потом не могут тусануть на своей улице. У каждого своя правда, тоже верно, но в конце концов все сводится к бизнесу. И если у нас есть уже опыт в этом городе, слава богу, есть опыт другой улицы, которая однажды перегнула палку. Причым гэта ўсё адбылося вельмі хутка. Да. Спачатку з'явілася кастрычніцкая, пасля з'явілася зыбіцкая. І вось зыбіцкая прайшла гэты шлях да хаоса. Ну я ладно. Да? Вельмі хутка. Потому что на Октябрьской больше открывалось тех проектов, которые не требуют массовости. Это были нишевые проекты. Это все были субкультурные проекты. И они до сих пор там появляются, они до сих пор там живут. Сейчас они живут тяжелее. Зыба была... Ну, Зыба — это бизнес-улица. На Зыбе нужны все. Ну, и там вопросы арт-дирекшена стоят на втором месте. Они, ну, там своя правда, и она имеет право. Я просто не такой человек. Да, я не умею открывать сухие места. Место, что это значит? Это место, которое ты открыл четко, ну, просчитал, посчитал, открыл, чик, есть, хорошо, идем по планке, замечательно. Ты зарабатываешь деньги. Господи, я уважаю таких людей, у меня нет этой жилки административной. Ну, я тем более не ресторатор какой-то. Мы просто занимаемся проектами, будь то мероприятие или заведение, мы везде просто пытаемся вложить какое-то видение отдыха, интертеймента в целом. И на Октябрьской поэтому туда не было массового потока. Их туда не звали, потому что, ну, у каждой субкультуры есть свой потолок, и он всех устраивал. Ну, может, кому-то там тяжелее, кому-то легче, но не суть. Да. Вот основная разница между улицами, наверное, мысли вслух получается. Мне здаецца то, што пра што кажа Макс, гэта мае дачыненне да нейкага стратэгічнага бачання, да плана, ну, на 5 гадоў, на 10, да? Увогуле бачанне вуліцы як нейкага цэльнага аб'екта, якой яна будзе і якой будзе публіка, ўсё ў комплексе. Калі ёсць мэта зарабіць грошы, да, канешне, можна, ну, і хутка скарыстацца, напрыклад, тым, што, ну, зараз тут шмат людзей, да? Вось, канешне, можна не зважаць на гэтыя рэчы, можна сапраўды каваць жалеза, пакуль гарачо, вось, но але гэта ставіць пад сумнеў менавіта доўгую гульню, доўгія перспектывы, месца як такое. Я в первый год работы хулигана я был на местном собрании административном, где был показан всем арендаторам, мы там все были, план на то, какой эта улица будет в течение 5 лет. Был план на 5 годов. Ну в голове 5 годов. Ну, типа план. Был план. Да. Сейчас вообще говорить о том, что планировать что-то в этой стране, это уже самого себя смешить. Но тогда он был. Я не помню как и в какой момент, но он просто типа все исчез. Это должна была быть пешеходная улица, полностью пешеходная. Она должна была быть переделана. Мы видели все это, все вот это. И то ли умзора, люди сидят и вообще не шарят, что делать, ну что-то капает, ну что-то нормально, хотя они, насколько проскакивала информация, сдают меньше половины того, что могут сдавать, и за что их там, типа, давайте, сдавайте еще. Мы не застрахованы, что не появится... Еще 20 шаурмахерских. Совершенно верно. Угу. То есть сейчас мы можем только верить. Ну, извините, да, я включу романтику. Мы можем только верить, но при этом делать конкретные шаги, поочередные, плановые, и мы в любом случае будем это делать. Мы черта с два возьмем и переедем. Есть мысли в соцсетях, типа, да просто переезжайте. Переезжайте на другую сторону Октябрьской, ну, к реке туда. Так они, ну что, вопрос времени, когда они туда доберутся. Хотя говорят, что там тоже... Я там редко бываю у друзей из Луфа или кого-то еще. Говорят, там тоже бывают свои сцены, свои периоды... Гаворка пра чырвонаармейскую, як мне здаецца, вуліцу там, да, калі
по іншы бок ракі. Что-то в этом роде. И в итоге мы, говорю за себя и за определенный процент там людей, которых я знаю хорошо и давно, мы не сможем уйти. Ну, мы не то, что там привязаны и зависимы. Мы не хотим жить с мыслью о том, что мы потратили это время зря. Эмоции останутся, но хочется... Это наш город, который мы выбрали не переезжать однажды из этого города. Мы выбрали здесь жить, и я искренне верю вот в самое сюси-муси-пусечное вот это вот наше будущее. Мы в итоге мы будем определяться своей любовью, а не своим расчетом. Сёння ў адным чаціку прачытаў, што Мінск увогуле не выратаваць, таму што з пераездам у горад культура яна сама сабой не набываецца чалавекам. Да? Ось. Але мне здаецца, што вуліцу Кастрычніцкую ўсё ж такі выратаваць можна. Вуліца Кастрычніцкая унікальнае месца ў Мінску з унікальнай атмасферай, унікальнай тусоўкай. Макс, я думаю, по маім тоне уже зразумеў, што я пачынаю закругляцца і развітвацца. Да, калі шчыра, я быў настроены нашмат больш скептычна на пачатку размовы, чым у канцы. Усё ж такі вось гэтае меркаванне пра тое, што купка снобаў хоча прыватызаваць вуліцу для свайго ўласнага адпачынку, ім не падабаецца, што тады доля правды в этом есть. Нехта яшчэ, да, вось яна была ў мяне ў галаве дамінуючай, але Макс Старцаў, арт-дырэктар бара Хуліган, ён нейкім чынам змог мяне спакойна пераканаць у тым, што справа ўся ў быць снобам это нормально. Што быць снобам нормально, ну не, я ўсё ж таки я за пролетарыят. Які клас, буржуазія, да? Вось, можа і нармальна, в прынцыпе, ў пэўных абставінах. Не ведаю, ці змогуць снобы з Кастрычніцкай, я не ведаю, суіснаваць з часткай той аўдыторыі, якая туды прыйшла зараз, прыняць частку, перавыхаваць частку гэтай аўдыторыі пад свае густы і сваё ўяўленне гэтай вуліцы. Барацьба. Я бы тоже пока не... Не барацьба. Пытанне гэта зараз толькі пачынае паўставаць і пачынае вырашацца. Ну і на нашых вачах будзе вырашана, і паглядзім, што ўсё ж такі за бліжэйшае. Мне здаецца, лета это вось такі высокі сезон, да, калі трэба ўсё вырашаць вельмі хутка і... Это лето, это какой-то... Ну, да, а яшчэ тут все складана. Все складана, сябры. Арт-дырэктар бара Хуліган Макс Старцаў, адзін з адэптаў, адзін са стваральнікаў вуліцы Кастрычніцкай, быў сёння ў студыі Еўрарадыё. Дзякуй, Макс. Спасибо, что позвали. Я рад. Живенько получилось. Я таксама, сапраўды, шмат на якія пытанні ёсць адказы. Партрэт сноба з Кастрычніцкай. Ладно. Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне з боку Еўрарадыё. Пачуемся ў нашых наступных эфірах.